Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ первый СМИ-блогер России Сергей Мухамедов. Сергей, добрый день. Добрый день. А мы рады видеть вас в Осетии. Насколько я знаю, вы приехали во Владикавказ в рамках блог-тура вместе с такой внушительной делегацией блогеров Северного Кавказа. Что вы уже успели посмотреть и, наверное, что запомнилось больше всего? Вы знаете, больше всего мне запомнилось вообще Осетия и вот эти замечательные люди. И даже совсем не то, что вот было в рамках блог-тура. Понятно, там город мертвых, так сказать, самый высокий водопад в Европе там и прочие вещи. Но больше всего поражают какие-то мелочи, которые вот успеваешь замечать. Например, сегодня утром я с балкона наблюдал, как женщина открывала киоск соцпечати. Она вышла, ей помог мужчина открыть эту там штуку, закрывающую окна. Потом она с тряпкой стала мыть киоск, потом выставила ведро, пакетик для мусора постелила, стала подметать все вокруг. Вот это вот потрясающе, потому что в Москве я не замечал ни таких чистых киосков, ни подобных процедур вот с этим. И я не знаю, вряд ли это какие-то там стандарты качества там Роспечати, скорее всего, это просто отношение людей к своей работе. И вот это вот оно как бы такое самое удивительное. Ну, естественно, манера вождения ваших водителей. А что вы скажете о манере вождения? Ну как это? То есть подлететь, затормозить сразу сзади, вот максимальным, так сказать, замедлением, помигать и, так сказать, ну, не знаю, может быть, даже иногда погудеть. При этом на это никто не реагирует. То есть, поскольку все поступают так, это не воспринимается как какой-то, так сказать, наезд либо агрессия. Но вот просто, так сказать, спокойно докатиться на перекрестке, не, надо вот просто на полных парах и тормознуть в конце. Народ темпераментный, как же иначе. Сергей, вот с блогерами Северного Кавказа вы были знакомы ранее, может, с некоторыми из них, может, кого-то читали или со всеми только здесь и познакомились? Вы знаете, нет, не был ни с кем знаком, читал если только эпизодически, но вот потому что, ну, постоянно же кого-то читаешь, да, я сегодня, например, там прочел, не знаю, там публикаций 10, и в принципе у меня не откладывается о том, кто автор, но вот иногда бывает, что, ой, елки, это же твой самый, это ты написал ту публикацию. Вот, поэтому как бы теперь понятно, мы все там задружились, мы все там зафрендились, вот, и дальше уже будем общаться по полной. Каким образом вот получилось так, что вы и принимаете участие именно в этом блог-туре? Кто организовал, кто пригласил, возможно, и с какой целью вы сюда ехали? Ну, как получилось, что я сюда поехал? Потому что пригласили. Почему пригласили? Потому что как бы тема Кавказа, она, в общем-то, интересная. Вы пытаетесь развивать туризм и совершенно нормально использовать все возможные способы. А блоги и социальные сети — это, в общем-то, один из них. То есть среди блогеров были и те, кто ведут там Инстаграм популярные, там какие-то твиттеряне и блогеры живого журнала. Поэтому это совершенно, так сказать, ну, понятно и очевидно. То, что были приглашены блогеры. Ну, в рамках блог-тура уже блогеры побывали в нескольких республиках Северного Кавказа. Вы во всех них тоже были? Нет, конечно, я только в Осетии. То есть, я так понимаю, просто в каждой республике приглашается один блогер, так сказать, не местный, вот, и как бы там публикации которого там будут таким вот паровозиком и популяризировать республики. Они стараются найти кого-нибудь там более-менее известного и, в общем-то, ну, то есть типа такой приглашенной звезды. Одна из главных задач, которая ставится перед руководством Республик Северного Кавказа, перед самими жителями, наверное, это формирование положительного имиджа региона, потому что очень многих Кавказ все еще ассоциируется с понятием «горячая точка». В принципе, это можно делать и нужно делать и через социальные сети, и через блоги. Вы, наверное, уже подсчитали некоторых блогеров. Вот какой вывод вы для себя сделали? На правильном ли пути местные блогеры? И как идет работа их вот именно в плане формирования положительного имиджа? Очень интересно. Смотрите, во-первых, блогеры не пишут в тот же момент.
Да, это как бы, да, конечно, есть какие-то сиюминутные записи, увидел, быстро написал, все, но обычно это все-таки проходит день, два, три, поэтому, что касается именно этого тура, я еще никого не читал. Более того, у нас не было времени, то есть мы были в таком режиме, что просто не было времени что-либо читать, и тем более писать, вот. То есть все публикации будут позже. А потом сама постановка вопроса, формирование положительного имиджа, мне она кажется неправильно. То есть, скорее всего, стоит такая как бы задача, и хорошо бы, чтобы так было, но говорить именно, что мы хотим сформировать там, положительный имидж, имидж невозможно сформировать, понимаете, по большому счету. Потому что нужно что-то делать, чтобы было хорошо. Вот и все. Дальше все само собой получится. Понятно, что можно там указывать на что-то хорошее, там что-то выделять, но формировать нет. То есть это уже какой-то там, не знаю, там зомбоящик получается, что вот мы будем только говорить там о положительном и всем. Ну и что? Тем не менее, есть огромное количество людей, опять-таки, благодаря социальным сетям, которые могут сказать, вот смотрите, вот здесь ужас, здесь плохо, а вот здесь, там, так сказать, неплохо бы там улицы подмести. Абстрактно совершенно говорю. Вот. И все, и весь этот имидж рухнет, если улицы не будут подметены. Так ведь? Поэтому формируй, не формируй, все здесь как бы... Социальные сети темы хороши, что вот кто-то возьмет и скажет, и в момент все это разрушит. Правда вылезает моментально. Но если через блоги рассказывать о том, что действительно такое Северный Кавказ, объяснять это, наверное, жителям центра страны, потому что очень многие просто не знают, например, да, те, кто здесь не был, немножко не чувствуют разницы между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией, между разными регионами, между людьми, между их традициями, да. Если людям рассказывать, это все-таки формирует какой-то положительный имидж, не так? Но оно формирует имидж, мы не знаем, положительный или нет. Он в результате сформируется. Да, конечно, но нужно рассказывать, нужно придумывать какие-то инфоповоды, чтобы люди слышали, да, о Северной Осетии. Потому что вот сейчас, если спросят, там, что такое Северная Осетия, там скажут, там, Беслан, да, это первое, это чудовищно, это ужасно. И это вот первое, что придет у всех в голову. Вот. И вам приходится с этим, так сказать, вот, имиджем жить. Поэтому, да, очень здорово, что находятся какие-то, так сказать, моменты положительные, которые вот показываются, да, замечательно. Все блоги — это такая площадка для того, чтобы вынести на всеобщее обозрение какую-то проблему, чтобы рассказать о ней общественности, наверное, как-то раскрутить историю. Вы в своем блоге, у вас много читателей, вы можете раскручивать проблемы. О чем вы чаще пишете, каким проблемам, наверное, посвящаете свои посты? Ой, вы знаете, есть две категории. Первое, что хочется, так сказать, о чем хочется написать мне, то есть вот именно чисто личное. Второе, то, что хочется донести до кого-нибудь. Поэтому в первой части это все, что меня заинтересует. Вот шел, увидел, думаешь, ой, елки-палки, как интересно, давайте я об этом напишу. Пишу. А второе, это публикации. Ну, в основном это социальные направленности, благотворительности и что-нибудь в этом роде. Вот. Это публикации, которые готовятся там несколько дней, это которые там тщательно прорабатываются, это ты вот сидишь, думаешь, каким образом подать, потому что там писать о благотворительности очень сложно. Вот эти все там «дайте денег» там, или там что-то, это всегда там «помогите» там кому-то, они все... Их очень много, они пролистываются, люди не хотят вникать в какие-то проблемы, поэтому здесь приходится думать над какой-то там формой подачи, либо говорить там о большом и великом через какие-нибудь там сравнения. Например, да, недавно я сделал публикацию про донорство животных. Оказывается, у собак и кошек тоже существуют доноры. Вот, и они сдают кровь, помогают, в общем-то, об этом никто не знал, никто не представляет вообще, никому в голову не приходило, что собакам тоже нужно переливание. И где эта кровь берется вообще? Живы ли эти животные, у которых взяли кровь? Да? Ну, понятно, что их никто не убивает, не выжимает там последнюю каплю, да? Что это на самом деле хозяева, они действительно вот помогают, составляют списки, что мы готовы сдать кровь, какие у них группы крови существуют, там, что у собак там 8, но при этом перелить первый раз можно любую кровь, а у кошки всего лишь 2, но при этом нужно там строго соблюдать кучу всяких проблем. Ну, в смысле, этих правил. Вот. Так что вот какие-то такие вещи.
Ну, то есть всегда в приоритете социальные темы, темы, которые интересны каждому человеку в частности, так? Да нет, на самом деле никому ничего не интересно. Вот никому ничего не интересно. Вот вы можете написать там вот публикацию, которую вот считаете вот лучший пост всех времен и народов, и увидеть там 3 комментария и 0, так сказать, перепостов. Это огромное искусство суметь подать вот в нужном ключе, суметь зацепить, суметь заставить. Мы живем в огромном информационном потоке, с которым, я не знаю, если взять человека там из каких-то там 80-х годов, там 90-х, даже начала 2000-х, и просто перенести сюда, он скажет: боже, как вы со всем этим живете. То есть миллионы новостей, миллионы каких-то там чрезвычайных событий, там что-то еще. И ты тут еще со своим какой-то там публикацией там обратите внимание. Нет, это огромное, это вот, это, наверное, этим отличается блогер, вот как вы говорите, тот человек, который умеет грамотно там придумать заголовок, придумать тему, там, проиллюстрировать ее, там, лид, да, то есть вот это вступление, которое должно быть, и форма подачи такая, чтобы она зацепилась, чтобы человек прочел, и чтобы что-то у него отложилось, либо он выполнил какое-то действие, там, например, там, лайкнул, перепостил, там, не знаю, дал денег, там, обратил внимание, там, позвонил кому-нибудь. Вот. То есть это такое... Опять-таки, надо еще смотреть за информационным этим фоном, да, вдруг в этот момент упал иркутский метеорит, и всем вообще все равно, даже если ты там напишешь что-нибудь там вообще такое чрезвычайное. Сложно, очень сложно вообще пробиться. Но, слава богу, у блогеров шансов намного больше, чем у обычных людей, о том, что вот если что-то нужно, их увидят. Вы ведете свой блог уже давно, и сегодня вы будете делиться, наверное, своим мастерством с коллегами Северного Кавказа. Что вы им расскажете? Наверное, какие-то секреты мастерства или секреты какого-то... Как раскрутить свой блог, наверное, расскажете? Ну да, то есть я предложил 2 темы. Первая тема была «Почему меня не френдят» или «Как стать топовым блогером». Это такой... курс с нуля для новичка, то есть там начиная от того, как придумать название, там, зачем нужен живой журнал, там, что делать, какие правила существуют в этом мире, да, неписанные в том числе, там, что можно, что нельзя, там, что считается там, нехорошим, что обязательно надо делать. Вот. Второй, я его назвал «Школа профессионального блогера, 3 класс, 2 четверть». Вот. Профессионального — это то, что говорит о том, что люди уже как бы ведут блоги, они понимают, что это такое, вот, они уже все попробовали. А 3 класс, 2 четверть, потому что это скорее не какие-то там вот открытия, нету никаких вот таких вот правил или секрета, которого кто-то знает, и у них все получится. Нет, все эти правила, они известны, только не все их могут вот выстроить в нужном порядке, чтобы они сработали. Это всегда вот как бы какая-то удача. Вот. Но вот основные моменты, там, как раскручивать блог, что такое рейтинги, там, как следить там, за там, публикациями, как знать свою отдачу, что делать, если к тебе обратились, там, попросили разместить рекламу, там, сколько ты стоишь, как продвинуть конкретно запись или блог. Вот. Такие моменты, как бы, они скорее вот, ну, вот в моем изложении будут рассказаны. То есть это скорее всего очевидные большинству вещи, вот, но, так сказать, в моей интерпретации. Интернет-сфера, она фактически ничем не контролируется, никакими законами. Я имею в виду правдивость информации в блогах. Как она может контролироваться? Ведь если никакой цензуры, даже если не цензуры, то никакого контроля, если не будет в блогах, это же может привести к тому, что в них может публиковаться фактически вранье. Что с этим делать? Нет, почему не контролируется? Вот смотрите, сейчас кто-то вот вокруг меня, вот за мной вот стоит вот здесь вот и не знаю, там накинет на меня вот какую-нибудь тряпку, там, когда я решу сказать матерное слово. Нет? Вот получается, нас никто не контролирует? Ну так же
также нет, не происходит. Существующих законов, даже вот мы не берем вот этих новых, которые с 1 августа начнут действовать, достаточно для того, чтобы наказать любого человека, и все. Не нужно придумывать специальный закон для интернета, как нету специального закона для разговора двух людей за ужином, вот, так сказать, пока они едят замечательный осетинский пирог. Потому что технология развивается очень сильно. То есть раньше были там чаты, форумы, какие-то там еще, там, не знаю, там эти конференции, там, бог знает что. Сейчас блоги, потом социальные сети. Через 2 года будет какой-нибудь там, не знаю, чат, в котором все будут сидеть там в мобильном приложении, и ваш закон снова не будет действовать. Все, есть там закон о противодействии терроризму, там, есть закон о недостоверной информации, там, чем-то еще, там, есть что-то еще. Этого достаточно, не нужно выдумывать, вот и все. Это вот перебор абсолютный. Вот в последнее время соцсети, они становятся такой очень популярной площадкой для предоставления информации, и фактически практически все мировые информационные агентства, телеканалы и так далее, они ведут свои аккаунты в социальных сетях, и очень многие пользователи узнают новости именно из соцсетей. Вот как вы считаете, в будущем, в перспективе, там, не знаю, лет 3, наверное, могут ли соцсети в целом вот заменить журналистику как таковую? Ух ты, не знаю, никто не знает. Если бы знали, то сейчас бы люди там вкладывались бы в социальные сети, там, не знаю, там газета «Коммерсант» бы ввела бы какой-нибудь блог активно. То есть этого никто не знает, в какую сторону все сдует. Не знаю. Может, завтра закроют вообще все эти блоги и скажут: все, достаточно, вы наигрались. И все, и мы уйдем в какой-нибудь там глубокий интернет, либо там, не знаю, в какие-нибудь там... Будем друг другу посылать там прямыми сообщениями там какие-нибудь информации. Очень многие организации, они в социальных сетях ведут свои аккаунты в такой немного шуточной форме, в которых там могут позволить себе троллинг небольшой и так далее. Вот как вы считаете, если средство массовой информации, например, оно зарекомендовало себя как вполне серьезное, но в соцсетях позволяет себе небольшие шутки, это правильный ход событий, или все-таки в соцсетях тоже надо сохранять такую серьезность некую в своих сообщениях? Нет, это правильный, это правильный. Во-первых, существует такое правило: 80% развлекательного контента, 20%, так сказать, вот, уже относящегося к делу. Есть замечательный пример твиттера Лента.ру, где там 240 тысяч подписчиков, и читать новости в их изложении там, с иронией, сарказмом, там, со всеми этими шуточками, это же просто великолепно. То есть иные бы новости ты просто бы не узнал, потому что они скучны, вот, абсолютно. А они вот умеют подать, вернуть и все это сделать, умели, да, вот. И это замечательно, все, и многие пытаются повторить, то есть я думаю, дальше будет все лучше. Я не говорю, что это будут соцсети, это будут сплошные шутники, вот, но все-таки хочется читать не язык пресс-релизов, вот, не вот это там что-то такое серьезное, бубнёж какой-нибудь под нос. Хочется все-таки вольное изложение, то есть. Ну, в случае с той же лентой вольное изложение немножко не так повернулось в их сторону, и все-таки теперь лента чуть-чуть серьезнее стала. Как вы думаете, почему? Ну, потому что сменились люди, сменилось все. То есть старая лента называлась одно название, вот и все. Эти люди найдут себя в других проектах, и мы о них еще узнаем совершенно. Для работников соцсетей, для тех, кто делает посты таких официальных организаций в соцсетях, как вы думаете, нужно ли их учить, или это должно быть как-то природой заложено, наверное, все-таки, умение? Вот. Ой, как здорово, вы сказали, природа заложена. Да, наверное. Наверное. То есть здесь есть две ошибки. Да? Первое — это люди, которым просто не дано. Вот. То есть максимум, что они вот там какой-нибудь недавно МЧС, да, вот наша МЧС, когда была авария в московском метро, вот, они свой пресс-релиз начали словами: «Жаркое лето выдалось у москвичей там в июле». Там. И дальше вот эта вот трагедия, где погибло, так сказать, столько людей и все остальное, они так как-то игриво там, через там столько-то секунд прибежали эти спасатели, было сделано столько-то вылетов, приехали министры, перечислились министры, мэр там и все остальное. Но это чудовищно. Тут же там
как это сказать, все высказали свое отношение к такой форме подачи, вот, и они удалили свою эту публикацию, да, и даже, мне кажется, где-то потом извинялись о том, что там, простите, так сказать, человек не имел, ну, такой человек не должен работать, вот, в пиар. Значит, первое, людям просто не дано, да, как бы, а второе, компании по большому счету не знают, что им сказать. То есть компании заводят аккаунты в социальных сетях, потому что это модно, это делают конкуренты, это сейчас так принято, это возможность скачать в последний вагон, потому что если там 10 лет назад все компании воротили нос от того, там нужны сайты или не нужны, они говорили, я и без этого интернета свои кирпичи продам. Вот. То теперь без интернета вообще кирпичи не продать. И они видят, что вот появилась, так сказать, социальные сети, и надо там что-то делать, и потому что через 10 лет там все уже будут, так сказать, собирать сливки, а мы только туда придем. И они делают ошибки. То есть многим просто нечего делать. Ну вот если ты какой-нибудь, я не знаю, но тот же самый кирпичный завод. Ну вот ради чего я на тебя подпишусь? Вот что у тебя такого, чтобы я каждый день читал? Вот это трагедия, это проблема, и кто как из этого выкручивается. То есть на самом деле есть прекрасные там вот решения, у кого получается, а очень часто, может быть, и не нужно. Ну, наверное, такой классический вопрос, а блоги — это все-таки хобби или работа? Вот сейчас для вас. Смотрите, здесь есть две вещи, как бы, то есть это и хобби, и работа. Блоги вообще можно разделить на две вещи, на две категории. Первое — это когда человек пишет для себя. Я вот взял, я написал вот себе чего-то, чтобы зафиксировать свои мысли. Второе — это то, что вот уже вы называете работа. Это когда ты начинаешь писать то и так, как это было бы интересно читателю. Вот, это две совершенно. Потому что то, что там я подстриг ногти, неинтересно никому, даже мне, наверное, да. Пример Артемия Лебедева. Это просто... Это он вечно провоцирует и пишет такие публикации. Вот. А второе — это когда уже ты хочешь что-нибудь донести, рассказать о донорах, рассказать там о сборе крови, там, рассказать о чем-нибудь положительном, то, чего увидел. Это уже совершенно другое. Там и форма построения другая, и все остальное. Поэтому это и хобби, и работа. Вот и все. Но единственное, что сильно затягивающее. Вот. Когда вы приехали только в Северную Осетию, вот на блог-тур, вы сказали на первой пресс-конференции, что до сих пор мало что знали о Кавказе. Как сейчас, наверное, поменялось ваше мнение о регионе, и что вы для себя отметите, вот сейчас, уезжая домой? Ой, что я отмечу? Отмечу, что я теперь еще больше ничего не знаю. Вот, это естественно. Потому что это настолько там обширный пласт, который можно вот совершенно вот разгребать и разгребать. И, конечно, дальше уже с намного большим вниманием буду относиться, потому что я уже понимаю, о чем идет речь. То есть, когда там я где-то там в новостях читаю там в Осетии чего-то там, то есть и теперь, когда я уже буду представлять и этих людей, и то, что я видел, и уже у меня это будет совершенно по-другому сформировываться. Как я, например, вот там однажды оказавшись в Омске, теперь не прохожу мимо омских новостей, вот, и это уже даже понимаю, что это какая-то определенная стиль, я не знаю, новостной, про то, что произошло в Омске. В общем, ну, и это прекрасно, в общем, что теперь вот будет еще один такой сектор внимания. Ну, наверное, в течение этих 3 дней, когда вы путешествовали по горам, посмотрели город, наверное, какие-то наброски будущего текста, будущей публикации, они формируются в голове. Буквально так тезисно, о чем в первую очередь напишите в своем посте? О чем? Ну, если мы говорим про и не только блог, а про социальные сети, то, конечно, хочется рассказать про эту женщину, которая мыла киоск. Ну, дальше, конечно же, город мертвых, потому что это очень интересно. И что особенно, как-то вот на что я обратил внимание, он же не был разграблен. То есть удивительно, что, в общем-то, все в открытом доступе, но при этом все эти драгоценности и украшения, они остались до последнего времени. Это говорит о культуре народа просто потрясающе. Я думаю, здесь не идет речь там
проклятиями там заложенными или какими-то там силами, которые охраняли. Я думаю, это просто вот элементарно культура, что вот этого просто не стоит делать, и этого никто не делал. Вот, это замечательно. Потом будут публикации про там крепости, на скальные крепости. Вот. А дальше надо смотреть. То есть тут же открываешь, смотришь фотографии, понимаешь, ой, вот это, и все, и пошло-поехало. Вот вы сказали о том, что информации очень много, и вы поняли, что ничего до сих пор не знаете о Кавказе. Это значит ли это, что в ближайшее время мы можем вас снова ждать в гости? И если да, то когда, наверное? Ой, ну откуда же я знаю? Нет, конечно, да. Вот, конечно, хочется приехать, и если такая возможность будет, то обязательно, тем более, что второй раз-то уж точно я решу ехать в таком вот свободном стиле, да, то есть сам приехал и пошел. Это совершенно два разных, вот, ездить вместе со всеми, ездить одному, вот. В одном случае можно много чего охватить, да, но что-то нельзя более сильно на что-то обратить внимание. Когда ездишь сам, то да, вот выбираешь себе тему, и ей можно посвятить хоть день, хоть два, хоть три, так сказать, ей заниматься. Это, но и тот, и другой прекрасный. Так что, в общем-то, я думаю, я здесь буду и не раз еще. Но мы в любом случае будем рады приветствовать вас в Осетии, и не только в Осетии, но и включительно нашу студию. Будем рады видеть вас здесь. А я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был первый российский СМИ-блогер Сергей Мухамедов. Сергей, спасибо вам за интересную беседу, а с нашими зрителями мы прощаемся до следующего понедельника.